Уважаемые телезрители, в рамках общественной кампании в поддержку создания в Саранске мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий и мемориального музея, куда соберутся экспонаты и фонды музейные, касающиеся этой проблемы, мы находимся в лицее номер 31 в музее «Подвиг». И сегодня мы побеседуем, и нам расскажет свое мнение по разным вопросам и о себе лично создатель музея «Подвиг» в лицее номер 31, 28 лет проработавший в этом лицее учителем истории и ОБЖ, заместитель председателя Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», председатель общественной комиссии по военно-патриотической работе Совета ветеранов Республики Мордовия, председатель Совета ветеранов регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия, полковник авиации в отставке, летчик первого класса, награжденный орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР третьей степени Юрий Петрович Калямин. Юрий Петрович, правильно я вас представил? Правильно. Юрий Петрович, расскажите, пожалуйста, о том, как вы решили стать летчиком. Вы были летчиком-испытателем, если я правильно читал вас? По-всякому судьба сложилась. И как был? Прежде всего, да. Если говорить о том, что я с детства мечтал о летчиках, то это будет неверно. Не потому, что я не хотел этого, но я потому, что себя трезво оценивал и считал, что моя подготовка, уровень и состояние здоровья не соответствует тем требованиям, которые предъявлялись в конце 50-х годов к летному составу. Поэтому я и особенно не рвался в эту профессию, учился в Ташкенте в средней школе. И вот старшие ребята однажды говорят: Юра, пойдем в аэроклуб. Вот. Ну, уговорили. Я пришел в аэроклуб. К моему удивлению, в аэроклубе в Ташкентском учились такие же ребята, как я. Что самое удивительное, девчонки учились на парашютистов, на летчиков. Вот. Ну, я решился, прошел медкомиссию, я был физически здоров, хорошо спортивно подготовлен. И так я закончил аэроклуб, а затем уже Качинское авиационное училище летчиков и служба в рядах вооруженных сил в авиации в различных частях нашей необъятной Родине. 9 гарнизонов я прошел. Вот. Но и служба моя закончилась в 1989 году в должности заместителя Запорожского авиационного училища. Вот. И я приехал в Саранск. Здесь у меня была вся квартира, семья. Вот. Стал вопрос трудоустройства. Куда? Ну, порекомендовали в райкоме партии мне должность председателя ВДОАМ республики. Что такое? Это общество автолюбителей. Я поработал годик, понял, что это не мое. И вот здесь, 31-й лицей, это рядом, здесь учились мои дети, живу я рядом. И самое главное, освободилась должность историка. А я, помимо всего прочего, имею военно-политическое образование. Вот. И поэтому с историей я очень хорошо знаком, с методикой преподавания тоже. И так началась моя в 1990 году педагогическая деятельность учителем истории. Вот. Затем в 1994 году, когда часов стало не хватать для гражданских, а я военный пенсионер, чувствую такие немножечко взгляды недоброжелательные, ну, часы отбирает. Ну, я согласился, давайте, я ближе к своей профессии, ОБЖ, то есть это основа начальной военной подготовки. И так я начал работать. Создал группу юноармейских отрядов. Вот. В течение 10 лет занимали призовые места на финальных играх города республики в Зорнице, Орленке. Вот. И так работал до тех пор, пока уже тоже ОБЖ, чувствую, уже мне не по силам, и поэтому я вот создал
А здесь музей тогда. Музей он был, существовал, но при переселении тут часть его, будем так, подверглась разорению. Короче, все началось заново. Вот то, что вы здесь видите, все сделано моими руками. Притом, если вы посмотрите, без больших денежных затрат. Единственное, что дорогое, это вот эти вот витрины стекольные. А остальное все это фотографии, все это сделано собственными руками, все это сделано. Вот. И вот с этих пор я веду здесь работу. Здесь в основном, притом это школьный музей, здесь история школы прежде всего, история Великой Отечественной войны, именно Мордовии здесь, история тысячелетнего проживания Мордовии в составе российского государства. Вот здесь представлены предметы быта, все это дело. Все это очень интересно подрастающему поколению. Они многие не знают, что такое серп, цеп, веретено, как вяжется, как получаются варежки и так далее, и так далее. В конце мы еще вернемся к этому, да. Тогда, вот. Ну и здесь, конечно, здесь, как говорится, раритетные находки наших поисковиков, которые в составе поисковых отрядов ходили на вахту, и вот здесь собрали. Особенно вот эта вот каска впечатляет. Они говорят, а почему эта дырка? Это, я говорю, потому что, я говорю, бойца убило осколком снаряда. Это вот уже вот так. Так что музей носит и бережно хранит историю не только с древних времен, но и сегодня. Здесь представлена работа нашего лицея по военно-патриотическому воспитанию, ее результаты, ну, в частности, вот Голубев Сергей Николаевич, наш выпускник, который 18 апреля 1995 года в Бахмуте совершил героический подвиг, подобный этому Гастелло. То есть он таранил башню, где засел боевик, уничтожил огневую точку и погиб сам. Ну и много. Представлены здесь у нас ребята, наши выпускники, которые служили в Афгане, на Кавказе и продолжают службу сегодня. У нас уже, как говорится, есть ребята, которые служат в Сирии. Щукарев Сережа, уже, как говорится, мой выпускник. Я могу с гордостью говорить, что это мой выпускник, мой воспитанник, сейчас уже в чине капитана выполняет свой служебный долг. Юрий Петрович, давайте сохраним интригу для тех, кто досмотрит до конца интервью, чтобы они познакомились и увидели ваш комментарий о стендах. А еще расскажите, как вы согласились взять на себя вот ответственную работу в рамках ветеранских организаций? Еще на себя вот эту ношу, ответственность взять. Ну, во-первых, мне как ответственность. Я полковник в отставке, все это дело. Общался с ребятами, не то с ребятами, с своими коллегами. Вот. И когда, ведь, кстати, таких полковников в республике не так уж и много, которые работают в школе. И поэтому мою работу заметили не только в музее, но и в Совете ветеранов, и предложили возглавить комиссию по военно-патриотическому воспитанию, что я и делаю в течение уже более 10 лет до сих пор. Вырабатываю методику этой работы. Вот то, что создание отрядов юнармия, которое торжественно прошло 6 июня, то есть 6 мая прошлого года, это вот наша совместная работа. Потому что движение юнармейцев, участие их в Зорнице и Орленке, оно идет еще с советского времени. И к чести Мордовии это движение сохранилось и продолжает развиваться в виде кадетского движения, казачьего движения и прочих
различных форм юноармейского движения. Так что вот так развивается это дело. Юрий Петрович, давайте теперь возвратимся, наверное, в самое счастливое для каждого человека время. Ваше детство, но которое еще для нас, тех, кто будет смотреть интервью, оно очень важно, как историю, которую вы расскажете, это как пример того, как каждый из нас должен относиться к своей семье, к своим предкам, чтить память тех своих родных, несмотря на то, как к ним относится государство и даже иногда клеймит несправедливо, незаконно и аморально. Вот расскажите, пожалуйста. Ну, родился я 8 июня 1939 года в Узбекистане, в Сурхан-Дарьинской области, в Джаркурганском районе, совхозе Кумкурган. Часто задают вопросы, как же ты там оказалась? А вопрос и ответ на этот вопрос очень прост. Мои родители, мама особенно, Карпова, вот, чтобы избежать после репрессий 1937 года, когда расстреляли дедушку моего, его брата и прадеда, чтобы избежать преследования как члены семьи изменят, да, как враг народа, позорные, да. Как враг народа, вышла замуж, поменяла фамилию и уехала вот в Среднюю Азию, где я и рос, учился до 7 класса. До 7 класса устал вопрос, закончил 7 классов, а тогда вообще во многих местностях в основном было семилетки. Средних школ было очень мало. И поэтому мне, чтобы продолжить образование, на семейном совете было решено отправить в Ордатов. Здесь жила моя тетушка Калямина Мария Васильевна, вот, которые взяли на себя обузу меня. И я вот здесь учился. И я, когда приехал сюда учиться, школа здесь, конечно, совсем другая. Это не сельская семилетка. И меня, я должен признаться честно, двойками как обложили. Я думал, не выкарабкаюсь все это дело. Но я должен сказать, что в гуманитарных науках я преуспевал. Вот, в математике, ну, короче говоря, не буду долго акцентировать внимание на этой вещи. По крайней мере, с помощью своих друзей, товарищей, комсомола, не грешно отметить этот факт вот, в преддверии столетия комсомола. Ребята, комсомольцы, занимались со мной, помогали. Короче говоря, они подготовили меня, и я все экзамены сдал успешно. Не было английского языка. Я английский язык за 3 класса учился июнь, июль, август. Помню? Вот. И выучил так английский язык, что когда в 8 класс я пришел, то я английский язык знал лучше, чем те, которые учились. Почему? Потому что они уже за лето позабыли. А иностранный язык – это такая вещь. Да, без Все, практики поэтому, выветривается. Вот. А дальше уже судьба сложилась так, пока я здесь учился 8 класс, мои родители в Средней Азии переехали в Ташкент, и уже 9-10 класс я учился в Ташкенте, где я и, по сути дела, стал курсантом Ташкентского аэроклуба. Значительно, вот, очень интересная деталь интернационального воспитания в этом плане. Я русский человек, вперед научился говорить на узбекском языке. Почему? Потому что всю войну, 4 года, папа на фронте, мама работала в заводе зерно, а я вот с 2 лет, так вот все, жил и в юрте с узбеками. Меня отдавали туда для присмотра, пока мама там на работе. Вот таким образом. И я с ними играл, и говорю, никакого различия нет. Я до сих пор помню, как апа Марьям черствую лепешку делила нас на 6 человек. Там из тандара горячий. Это вкуснее, ничего такого я в жизни не едал. Вот. Но повторилась судьба. Вот с английским языком я вам рассказал. Приезжаю в Ташкент в 9 классе, мне Хаджи Ибрагимович говорит,
ну что, Уртак Калямин, товарищ Калямин, что мы будем с тобой делать? А я говорю, в чем дело, Хаджи Ибрагимович? Ну как, ты должен сдавать госэкзамен в 9 классе по узбекскому языку. А я ему на чистейшем узбекском языке, я говорю, Хаджи Ибрагимович, мен узбекча якши билама. Он, хоп, Майли, ладно, говорит, Филин, иди сюда, олей китап, окей, возьми книжку, читай. Я ему читаю, прочитал. Он так, может быть, ты и переведешь? Я говорю, без проблем. Я ему перевожу этот текст, довольно-таки большой, все это дело перевел. И вот он с таким пафосом. Вот так надо знать русскому человеку узбекский язык. Но он не знал, что я прожил такую судьбу, и вот в этом отношении. И он больше меня по узбекскому языку не спрашивал, а так только когда ему надоест служит вот это мыканье различных наших великовозрастных товарищей, я читал, как правильно произносить его. Вот так. А дальше уже 10 классов, закончил, я должен сказать, 10 класс с 1 тройкой, и как это ни парадоксально, по русскому языку единственной тройкой. Я всю жизнь до сих пор путаю иногда окончания, потому что узбекский язык ни знаков препинания не знает, но это уже дело. А дальше вот так, служба, вот, 9 гарнизонов, 2 детей. Женился я на ордатовской подружке своей, с которой учился вместе. Вот, вырастили 2 детей, 4 внуков, 2 внука, 2 внучки. Сейчас 2 правнучки учатся в 3 классе в Крыму. Внучка служит в Крыму. Вот так сложилась моя судьба. Юрий Петрович, и как на протяжении вашей жизни видоизменялось ваше понимание того, вот, насколько несправедливо отнеслись к вашему деду, брату, деду, прадеду? Понимаете, я ни на секунду по мере вот, развития событий всех этих дел ни на минуту не оставлял мысль восстановления справедливости из-за. Мы еще в 60-м году, брат мамин и я помогал ему, писали во все инстанции. У меня вся эта переписка сохранилась, все это есть. И я вам должен сказать, что нам в 62-м году пришла официальный документ о реабилитации всех моих родственников. Вот. А уже вот более тут в 91-х годах, вот период, я специально в КГБ, вернее, читал досье на это, вот, посмотрел личное дело. Это просто предела возмущения. Вот расскажите, нет, пожалуйста, да. Потому что вот такая вот тетрадочка. На каждого, на деда побольше, на брата его всего 1 донос, листочек, и также на деда. И все. Арестовали их 26 августа, все это дело суд, тройки, и уже 31, вернее, 1 ноября. 26 августа 37-го, да? Что? Да, 37-го года. Вот, ну, это самое, их арестовали, а накануне 1 ноября расстреляли. Об этом свидетельствует у меня официальный документ. Паспорт у меня хранится деда, который погашен 1 ноября 1937 года. Прям там написано. Вот так. Отношения. Извините, а где, в каком городе исполнили приговор? В Саранске? Да, в городе Саранске. Вот, и это дает мне основание говорить то, что они вот захоронения то находятся в том месте, где вот нашли наши поисковики. Это я уверен на 100%. По-другому не должно быть. Вот. Конечно, хотелось бы и эксгумацию, там, и, понимаешь, генетическую экспертизу, но суть не в этом, суть не вернешь. Вот. Отношения. Горько и обидно за события, но вот время такое было, и обиды. Ну, например, деда, вернее, прадеда, ведь так пыталась, ведь
На Мордовии был, я сейчас память не изму, посмотрите книгу памяти, был спущен план, надо было столько-то репрессировать. И вот эти репрессированные, что самое интересное, потом я в этой же книге, книга памяти Министерства юстиции, нашел фамилию того оперуполномоченного по Ардатскому району, который тоже был репрессирован и расстрелян. Так что вот такая вот... Он вначале сам выполнил план по району, а потом и сам по увеличенному плану. Но здесь вот я анализируя, и пришел к выводу, в чем причина. Ведь была жесточайшая борьба между Троцким и Сталином. Понимаете? А ведь Троцкий был такой человек организационно подкован. Все ВЧК и все прочие вот эти вот правоохранительные органы, это были его ставленники. Понимаете? И вот потому что, чтобы, как говорится, показать, что насколько узурпатор Иосиф Виссарионович Сталин, они и творили вот эти вот дела. И Ежов, и Ягода, это были его непосредственные. Вот. Сейчас не только в интернет, вообще все документы становятся доступны. Я лично читал, когда командующий Муралов Московским военным округом пришел к Троцкому и говорит: у меня все готово, дивизии готовы, надо убирать Сталина. Но того подвела вот эта спесь, и мы его и так уберем, не надо будет таких средств и так далее. То есть он переоценил свои возможности. Поэтому говорят, что там это вот, что не было такой борьбы за власть. Все это неправда. Борьба за власть была очень жестокая. То, что происходит и сейчас. Далеко ходить за примерами не надо. Что там? Может быть, я не прав, но это мое мнение. Да, интересно именно ваше мнение, да. Потому что я вижу понятие о чести, совести, и часто задают вопрос мне: Юрий Петрович, а что значит патриотизм на сегодня? Что значит? А надо жить просто. Просто жить по чести и совести, не лгать, вот, не обманывать. И будет, вот в этом и будет подвиг молодого человека. Юрий Петрович, насколько важно для народной чести, для народной совести создание мемориальных комплексов на месте захоронения, создание мемориальных музеев памяти жертв политических репрессий, куда могли бы собираться информация с разных архивов? Это наша история. И обязательно. Это наши родные, близкие. И притом счет идет не на десятки, а на сотни тысяч человек, которые погибли ни за что. И их светлая память должна быть сохранена у народа. В каком виде, это уже другой вопрос. И об этом надо говорить. И об этом надо рассказывать нашей молодежи. Ведь, понимаете, вот так. Юрий Петрович, но не все родственники потомки репрессированных так смело, открыто и вот, основываясь на морали, чести, рассказывают и объективно оценивают то, как отнеслись к их родным. Все-таки, наверное, это принято скрывать, замалчивать, вот эта инерция после 40-х годов, что нужно молчать, потому что это будет мешать себе по работе, а вы все равно говорите, что это важно, нельзя это скрывать. Дело в том, что до 60-х годов, вот до хрущевского, как говорится, времени, мы ничего не знали, где все запросы ваши, как говорится, погибли, вот, в общем, короче говоря, погибли. В общем,
Ничего не известно. И было принято письмо в 50-х годах, что сообщать родственникам расстрелянных, что они были не расстреляны, а умерли от разных болезней. И каждый уже человек в разных районах придумывал свою болезнь, от которой он якобы умер. Хотя это были расстреляны. Только в 80-х годах вот вы открыли, да. Я почему говорю, что я остановлюсь только здесь. Я читал «Личное дело». И там четко написано, кто производил вот это исполнение приговора. Там написано конкретные фамилии. Но у нас многим Шевелов за многие, вот в Саранске фамилия Шевелов стоит. Ну, я сейчас не буду, как говорится, это их уже в живых нет, а потомки, а притом потомки их ни в чем не виноваты. Вот все это дело. Вот почему я и говорю, что мои родственники расстреляны здесь, в Саранске, поэтому говорит вот. И основной документ – это паспорт, который погашен 1 ноября. И там вот как раз… Юрий Петрович, и еще причем вот бывший один из прокуроров Республики Мордовия, Владимир Васильевич, по-моему, Тимошкин, он историку Абрамову Владимиру Кузьмичу и Николаю Андреевичу Крущинкину рассказывал, что кроме места у Богоявленских родников было еще как минимум, по его сведениям, 2 места у Зеленой рощи и в Атимарском лесу. Вот как вы считаете, насколько важно государству помочь обнаружить эти места, чтобы там тоже найти могилы, очертить и уже дальше вести разговор о том, чтобы тоже создать мемориальное кладбище? Потому что пока тайна, секретность. Я только за и поддерживаю. Но тут еще вот какая вещь-то. Дело в том, что вскрывается вот какая вещь. Помимо, тут же вот у нас на юго-западе, вот где родничок, там похоронена часть умерших ленинградцев, которые не выдержаны. Да. И вы представляете, тут картина довольно-таки неприглядная. И они в одежде, причем, видимо, захоронены. Ну, там, это уже, как говорится… То есть их можно отличить от других могил тем, что в других там без одежды, а этих… Это вот вопрос о том, об эксгумации, о дальнейшем перезахоронении, определении личности и… Ну, это уже… Очень трудоемкий. Это должна быть, как говорится… Финансирование. Добрая воля местного руководства. Вот с этой целью… Я считаю, что мы, вот, допустим, потомки, должны, как говорится, соорудить, скинуться и соорудить какой-то памятный знак жертве вот, политических репрессий. Камень, обелиск или еще что-нибудь. Вот таким образом. Юрий Петрович, спасибо вам за эту правду, которая очень тяжелая и для вас, и очень важная для общества, и для жителей Мордовии особенно, для того, чтобы мы знали свою историю и видели хорошие стороны истории, говорили, что это хорошо и достойно повторения, а трагические моменты мы говорили, оценивали их соответственно и думали о том, чтобы такого больше не повторялось. Юрий Петрович, пройдемся по вашему прекрасному музею. С чего начнем, как думаете? С какого стенда? А вот так. В основном здесь… Ага. Этап становления. Этап становления. Так, наш музей школьный, он с 1978 года. Он был в другом месте, но был как музей боевой трудовой славы. А вот уже последние 20 лет я создал музей школьный, где в основном 3 направления. История школы, его выпускников, история Великой Отечественной войны, военно-патриотическая работа, лицей по воспитанию подрастающего поколения, любимый край Мордовия моя, который рассказывает о тысячелетней истории совместного проживания мордовского народа с народами Российской Федерации, вот, и многие другие
событий. Ну, в частности, вот я должен сказать, мы гордимся то, что здесь вот учились у нас шестикратный, даже семикратный чемпион мира по борьбе на поясах Строганов Евгений. У нас учился вот Татьяна Ломакина, артистка казачьего хора «Разгуляй». Очень много таких экспонатов. Вот. Ну и дальше здесь у нас собрана большая коллекция утвари, которая пользуется очень большой популярностью у молодого поколения, потому что многие уже не знают, что такое цеп. Это прообраз современной молотилки. Закрой, закрой. Вот. И все прочее, прочее. Вот это для них это все в новинку, они не знают. Я спрашиваю, варежки откуда у тебя? Бабушка купила. А что это шерсть? Ее надо овечку вырастить, постричь и все это дело. Вот. Это все как раз показывает. То, что касается здесь истории Великой Отечественной войны, здесь в основном показана история наших земляков и героические подвиги в годы Великой Отечественной войны. Вот в частности это Пуркаев Максим Алексеевич, Девитаев Михаил Петрович, Болдин Иван Васильевич, Горюнов Сергей Константинович. Вот буквально 19 числа мы будем отмечать столетие со дня рождения выдающегося летчика Александра Григорьевича Котова. Особенность его биографии о том, что его связывала дружба с сыном вождя Василием Сталиным. Их курсантские кровати стояли рядом в казарме. И вот они сдружились с тех пор и сохранили эту дружбу на всю жизнь. Об этом можно было говорить. Вот. Ну и здесь вот дело в том, что здесь вот как продолжением вот этого патриотического воспитания является стенд «Растим патриотов». Здесь вот юноармейское движение, наши ребята показаны, которые, вот я говорил про Голубева, про военная форма Семена Владимировича Кириченко. Вот у него учился внук, уже вырос, как это закончил. Все это на его глазах. Часто 2 раза в гостях у нас была Марина Лаврентьевна Попович. Вот, была в гостях. Высшим достижением нашего лицея это является участие во всероссийской спартакиаде школьной «Отчизны верной сыны», вот где мы, собственно, вот здесь все эти фотографии на Поклонной горе. Вот таким образом. Ну и уже как результат, вот они здесь, видите, наши детские сады уже на параде. Вот. Здесь показано. Это вот, я должен сказать, наши юноармейцы с 1994 года ежегодно участвуют в марше в парадном строю. Вот. Вначале мы там еле-еле одну коробку, 48 человек набирали. То сейчас вы сами вы увидите свидетелями, да? 15 коробок – это чисто кадеты, юноармейцы. И идут они нисколько не хуже. Вот вам результат всей вот этой работы. Вот, 10 лет моего преподавания ОБЖ и так далее. Об этом можно говорить. Я вам должен сказать, что музей играет очень важную роль в учебно-воспитательном процессе лицея. Все экспонаты востребованы и используются на различных уроках и мероприятиях. Вот так. А расскажите, пожалуйста, о ваших орденах или то, что на вас... Ну как, у меня здесь в основном представлены, я хотел военную форму, но это как-нибудь
Самым высшим орденом у меня является орден за службу Родина в вооруженных силах 3-й степени. Это боевой орден. И 12 медалей. У меня здесь в основном это те медали, я ношу только те, которые учреждены и вручены мне Президиум Верховного Совета СССР. Угу. Других пока я считаю не заслужил и не ношу. Скромный человек. Вот так. А вот у нас еще фотографии вот здесь. Это? Да. Это кто-то из школьников, да? Или кто-то подарил скульптуру? Здесь вот, вы понимаете, я сейчас редко почему-то забыли тысячелетие, да? Я специально берегу вот этот стенд, чтобы рассказывать первоклассникам, второклассникам о тысячелетней истории проживания. Допустим, начнем с того, как узнали, что мы 1000 лет. Вот, пожалуйста, княжеский знак. Вот здесь вот нашел и все это дело. Все это дело. Да, находка последних лет, которая скорректировала в сторону увеличения продолжительности нашего совместного проживания. Так что вот таким. Ну и здесь вот эта часть. Здесь Покрышкин. В этом году мы отмечаем Покрышкина юбилей. Вот. Здесь тысячелетие мероприятий. Короче говоря, то есть она все время действующая. Вот сейчас я буду оформлять, уже хотел был оформить стенд, посвященный космонавтике, запуску первого искусственного спутника. Но тут события последних показали, что ну тут немножечко как говорится. Ну, хотя ребятам буду рассказывать, что профессия космическая, опасна. Да. И все это. Она зависит от уровня развития техники страны. Да. И несмотря на то, что тогда уровень программирования и уровень, наверное, материаловедения был хуже, но такие совершали задачи просто беспрецедентные. Вы знаете, как вы ничего не говорили, да? Вот у нас очень раритетные книжки. Вот. «Путь длиною 70 лет». Ага. Это книга института. Это, видите, федеральная. Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов. Авиационных материалов. Клей. Откуда? Вы понимаете? Это очень для химиков и для учителей очень интересно ведь знать. Почему ведь скафандр выходит мягкий, все это дело, металл клеит, все это дело, и так далее, и так далее. Да, для интересующихся у Юрия Петровича есть интервью, у него брали, и в том числе он рассказывал о том, что необходимо для развития космической отрасли, и по другим темам он высказывался тоже. Выходите в интернет, тут ищите, много. Интересно. По другим, тут много, я же говорю, развиваю мысль о том, что музей играет важную роль в учебном процессе. Здесь у меня есть очень интересная книга. Вот, я берегу, как вряд ли какой музей может похвастаться. Да, уже это сама обложка. Альманах 38-го года. Да, это архивная ценность. Сейчас чтобы... Вот. Литературный архив. Да. Ага. На что тут мне обратить внимание? Ну, что здесь обратить внимание? Здесь. Сейчас скажу. Здесь вся подноготная семейства Пушкиных. Начиная биография. Сейчас скажу. Вот. Начиная с Ганнибала, его детей, Пушкина, как вот он, допустим, мы сейчас уже забыли, да, как он из-под венца увел Евдокию Диопар, вот,
И потом та ему изменяла. Ну, короче говоря, 25 лет он ее на вахте держал, издевался и так далее, и так далее. Такая же судьба сложилась и у бабушки Александра Сергеевича Пушкина, потому что Осип Абрамович Ганнибал связался с тульской купчихой, и там очень интересно все, переписка с Екатериной II, это уникальные вещи, все это дело, все, как его тут, и Синод разбирался, и все это дело, да, удивительно. И когда, очень меня поразила вот какая вещь, когда умер Осип Абрамович, село Михайловское, мы считаем, что это наследие унаследовал Пушкин. Ничего подобного. Когда его мама приехала и взяла документ, купчую где-то, оказалось, что ей досталась деревенька, всего 14 душ крепостных. Вот и вся. А то, что остальные, там ведь у нее были и другие дочери, сыновья, короче говоря. Ну, это, короче говоря, переписка Пушкина, его работы над различными стихотворениями, письмами, уже сам дух эпистолярный, который там есть, присутствует, очень интересный, как писали раньше письма в тот период. Юрий Петрович, я понимаю детей, которые даже во время интервью к нам заходят. Вы очень интересный рассказчик, и ваш педагогический профессионализм, он виден. И я вот хочу еще раз представить нашим телезрителям, тем, кто будет смотреть, что мы сегодня в рамках общественной кампании в поддержку создания в Саранске музея и мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий прослушали экскурсию по музею «Подвиг» в лицее номер 31, который 28 лет работал в этом лицее учителем истории ОБЖ. Он заместитель председателя Мордовского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов», председатель общественной комиссии по военно-патриотической работе Совета ветеранов Республики Мордовия, председатель Совета ветеранов регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия, полковник авиации в отставке, летчик первого класса. Он награжден орденом за службу Родине в Вооруженных силах СССР 3-й степени. Юрий Петрович, спасибо вам большое за интервью. Все, заканчиваем на этом? Да, заканчиваем. Но общественная кампания и создание инициативной группы продолжается.